В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Федеральное дорожное агентство анонсировало масштабное применение в России новой технологии дорожного покрытия – суперасфальт. Ее появление является необходимостью в современных условиях. За последние 10 лет значительно выросли транспортные нагрузки на дорогах, как с точки зрения интенсивности движения, так и с точки зрения увеличения общей массы транспортных средств. Последние десятилетия предпринимались серьезные усилия, чтобы выработать новые подходы к проектированию асфальтобетонных покрытий. Один из этих подходов – это применение методологии суперасфальт, которая основана на испытаниях вязкости битума, его устойчивости к низким и высоким температурам, усталостным испытаниям асфальтобетона. Для создания технологий были использованы исследования российских ученых, опубликованные еще в 70-е годы прошлого века, которые сейчас, кстати, применяются в США, Китае и других странах мира. Вице-премьер Дмитрий Козак исключил возможность снижения цен на бензин в России в обозримом будущем. По его словам, это обусловлено рыночными механизмами. Рыночные механизмы не предполагают, что цены сойдут с того пьедестала, на который они забрались. Мы стремились сдержать галопирующий рост цен. Задача снижения цен труднодостижима в условиях рыночной экономики, заявил Козак, отметив, что Россия оказалась в сложной ситуации. Цены на бензин попали в зависимость от мировых нефтяных котировок и курсов валют. В то же время чиновник допускает, что снижение цен в принципе возможно. По его словам, символическое снижение цен на бензин, которое наблюдается в некоторых регионах, это временное явление. Причем цены скоро снова пойдут вверх в связи с началом сельскохозяйственного сезона и роста спроса на топливо. Министерство финансов России предложило поддержать бизнес-ангелов. Речь идет об инвесторах, вкладывающих средства в новые инновационные проекты на ранних этапах развития. Согласно внесенному законопроекту, инвесторам будут возмещать стоимость налогов на доходы от вложений. По оценке российской венчурной компании, в прошлом году таких сделок было 34, а объем вложений составил почти 2 миллиарда рублей. В ближайшие 3 года ожидается увеличение рынка подобных инвестиций минимум в 10 раз. Этому должен способствовать рост спроса на инновации со стороны крупных корпораций. А к 2030 году объем вложений в новейшие технологии планируется на уровне 820 миллиардов рублей. Алмазодобывающая компания «Алроса» передает Якутии социальные объекты по ценам ниже рыночных в рамках плана отчуждения непрофильных активов. В частности, в этом году регион получит от компании санаторий в Ленском районе, который перепрофилирует под медицинское учреждение. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. Мы у них не покупаем, а если покупаем, то по символической стоимости, гораздо ниже рыночной. Например, сейчас в Ленском районе идет процесс передачи санатория-профилактория «Кедр», на базе которого появится учреждение здравоохранения для жителей Ленска. Речь идет только о социальных объектах, а все остальные, считаем, должен покупать и эксплуатировать бизнес, сказал Айсен Николаев. Отметив, что также ожидается продажа теплоснабжающих организаций «Алросы» в Ленском и Мирнинском районах. Ранее сообщалось, что компания «Алроса» планирует в этом году реализовать более 80 непрофильных активов общей балансовой стоимостью свыше 6 миллиардов рублей. На форуме в Сочи Айсен Николаев затронул и тему поддержки авиакомпании «Якутия». Размер субсидий региональных властей в этом году составит более миллиарда рублей. Еще в декабре 2018 года глава республики сообщал, что деятельность авиакомпании «Якутия», имеющей крупную задолженность перед лизингодателями, будет стабилизирована в течение полугода. Была произведена реконструкция кредиторской задолженности перед банками. В 2019 году мы предполагаем сумму в размере не менее 1 миллиарда рублей в качестве субсидий для авиакомпании «Якутия». Причем эту субсидию будем давать на достаточно постоянной основе. Мы также рассчитываем на федеральную помощь, ведем предварительные переговоры, сказал Айсен Николаев. Глава региона добавил, что большинство предписаний Росавиации уже выполнено, практически все ограничения сняты, кроме полетов на международные рейсы. Компания идет на поправку, отметил глава, добавив, что до наступления летнего сезона ограничения на международные перелеты могут быть сняты. На этом пока все новости. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.